Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для скорпионов. Посмотрим по 3 декадам месяца события. И подсказки у нас будут из цыганской колоды. Так, посмотрим. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы. И будем подсказывать из этой же колоды. Итак, смотрите, какая у нас тут замечательная картина. У нас 3 старших аркана и туз пентаклей. То есть для скорпионов вообще великолепнейший месяц. Первая карта, самая главная, которая характеризует месяц, это у нас императрица. Карта очень комфортная, мягкая, она связана всегда с деньгами, с подарками, она связана с красотой, с телом нашим, да, то есть мы можем заниматься диетами, они будут давать результат, мы будем приобретать ту форму тела, которая нам нравится, которой нам хочется, да, чтобы у нас было, тем более, что эта карта очень успешна для новых каких-то источников дохода или даже для какого-нибудь маленького бизнеса, да, семейного или, может быть, просто небольшого по объему. Кроме того, здесь может помощь какая-то приходить от других людей. Здесь может быть зарабатывание с помощью голоса, да, то есть мы говорим, и нам за это денежки приходят. Может быть, допустим, те, кто фитнесом занимается, да, у них будут успехи, то есть я имею в виду как профессионалы, то есть фитнес-инструкторы, будет очень успешная деятельность. Любого рода тренеры спортивные, да, когда мы тело приводим в порядок, тоже. Также здесь, если говорить о здоровье тела, тоже очень хорошее время для исцеления. Также мы можем здесь преподавать, мы можем быть, знаете, такими очень нужными людьми, полезными людьми. Мы можем здесь находить хорошего адвоката, находить союзников, поддержку. Мы можем покупать красивые вещи, украшения. В общем, все здесь такое очень комфортное, все рассчитано на красоту и на приятное времяпровождение, на разрешение любых вопросов очень легко и просто, когда нам все люди просто идут навстречу, да, все оказывают помощь, и для них просто за честь нам эту помощь оказать. То есть мы даже ни о чем не просим, мы просто где-то появляемся, да, можем там сказать о том, что у нас происходит, и люди сами предлагают нам помочь. Очень хорошее, комфортное время для скорпионов. Посмотрим, чего больше всего это касается. Но это еще одна карта, которая говорит о одном и том же. Это счастливые времена, выздоровление, это исполнение наших желаний, это красота, подарки, деньги и так далее. А теперь первая часть месяца, первые 10 дней, выпадает карта старшего аркана «Башня». Если говорить о здоровье, да, то здесь идет выздоровление, перелом. Допустим, был какой-то кризис в здоровье и пошло выздоровление. Если же здесь был лишний вес, да, то здесь сброс веса очень хороший именно вот в эти 10 дней. Также, если говорить о перемене в деятельности, допустим, если у вас, допустим, был бизнес свой, то тут остается только то, что, ну, как скажем так, основа, да, фундамент, с чего начать заново. То есть уходит что-то старое, да, то, что прошлое приносило раньше, может быть, доход, хорошо работало, оно сейчас уже перестает работать, и нужно восстанавливаться, восстанавливать бизнес, восстанавливать здоровье, восстанавливать отношения, возможно, и так далее. Больше всего, да, мы видим здесь, что наша работа пострадала, наши деньги пострадали из-за того, что происходило в стране, в государстве, все, что связано с пандемией в мире, да. И вот из-за этого приходится сейчас как бы все восстанавливать. Но хорошая новость в том, что мы здесь имеем опыт, мы имеем все возможности для того, чтобы восстановиться, потому что как башню не разрушь, фундамент все равно останется, да, и мы снова стены возвели,
внутри порядок навели, и все, вот у нас уже опять все как бы работает, да, то есть здесь, конечно, придется, возможно, принять ситуацию, возможно, придется очень как бы сильно поработать, но это, видимо, необходимо для того, чтобы наладить все. Посмотрите, здесь уже у нас во второй части месяца уже максимальное достижение какое-то. То есть настолько быстро у нас здесь события развиваются, что ну, как бы мы просто, может быть, даже не успеваем сами за этими событиями, да, то есть наша психика, скорее всего, в шоке находится просто. Но в любом случае карта Мир – это высочайшее достижение, это самое лучшее, что только может произойти. По этой карте мы и в профессии многого добиваемся, и в деньгах у нас и сделки тут могут быть хорошие. По этой карте у нас может быть встреча с человеком, которого мы вообще всю жизнь искали, ждали. Здесь может быть рождение ребенка, здесь может новый человек приходить в жизнь, здесь мы можем переезжать. То есть вообще столько много у нас здесь событий по этой карте может быть. Но смотрите, выпадает вот для пояснения, у нас выпала карта Валет Трифовый. А эта карта говорит о том, что будет очень много активности, то есть если только мы будем очень сильно тут активничать, примем вот эту ситуацию, да, которая в начале месяца, и сделаем все возможное для того, чтобы восстановиться, то мы уже до 20 июня можем выйти на новый уровень, то есть как бы начать жизнь заново. Тут вот эта карта, она всегда показывает окончание периода, да, то есть мы закончили, и дальше новая жизнь начинается. И не зря у нас здесь туз пентаклей. Туз пентаклей – это не просто что-то, это не просто какая-то мысль, это уже что-то твердое, что-то безопасное, что-то надолго, потому что пентакли у нас всегда связаны с землей, да. Если это здоровье, так это полное выздоровление. Если это деньги, так они стабильные деньги. Если это новое дело, какая-то должность новая, это значит, опять же, надолго, это хороший статус и так далее, и так далее. Или, может быть, допустим, если тут рождение ребенка, то понятно, что это хлопоты надолго, да, то есть мы надолго забываем старую жизнь, возможно, уже не то, что возможно, а вообще уже больше к ней никогда не возвращаемся. То есть у некоторых скорпионов вот такие кардинальные перемены могут быть, но не только у некоторых, у всех, да, перемена статуса, перемена в бизнесе, в деньгах, во внешности, в здоровье, то есть очень хороший месяц для того, чтобы кардинально решать вопросы. Причем, смотрите, здесь у нас все старшие арканы, кроме туза, это значит, что вам будет помогать само небо в этом во всем. Давайте посмотрим, что будет в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, восьмерка бубновая как раз и говорит о том, что вы можете встретить человека по судьбе, он прям сам к вам идет навстречу, возможно, он уже даже сейчас где-то рядом, и ваше одиночество заканчивается. Вот просто замечательное время для того, чтобы вы могли встретить человека подходящего в июне. Для тех, у кого уже есть отношения. Здесь могут быть какие-то критические ситуации. Ну, конечно же, все вот эти потрясения приходится переживать вместе, и это нелегко. И здесь, конечно, партнер может даже и как-то негативно себя повести. Знаете, там нервы, допустим, могут сдать, да, и, может быть, не хочет терпеть, ждать, когда это все улучшится, когда это все наладится. Да, могут быть какие-то сложные ситуации по этому поводу. Может быть, там какие-то тревоги, печаль, слезы и что-то такое. То есть может быть, ну, как бы немножко сложно вот принять всю вот эту ситуацию. Но тем не менее, как бы жизнь идет. Ситуации сложные, они как бы должны приходить, и их нужно уметь принимать, и партнеры поддерживать. В любом случае, карта кармическая, карта судьбы, и здесь как бы человек может только реагировать, он может только улучшать ситуацию, но отменить это он не может, то есть это очень серьезно. То есть по сути это вот две карты, которые говорят о том, что в ситуации наступит все равно, потому что она назрела, да. Если у вас какие-то сложности во взаимоотношениях и как бы все шло к разводу, вполне возможно даже у кого-то и случится он.
А если же, допустим, у вас были такие проблемы, которые вы никак не хотели решать, то они сейчас решатся, и вы, наоборот, обновите свою жизнь, улучшите свое отношение, да, то есть здесь, конечно, все очень серьезно. Либо может вот какое-то кризисная быть, какая-то кризисная ситуация, допустим, здесь рождение ребенка, да, ну, как бы роды и рождение ребенка – это всегда кризис, и перемена в жизни для всех в семье. И здесь вот как раз тоже такая ситуация может быть. Это может быть не только рождение ребенка, это может быть и начало, допустим, нового дела, или новый источник дохода, или еще что-то такое. Вот то, что, к чему приходится как бы заново как бы привыкать, да. Теперь для тех, кто в ссоре, дама червовая говорит о том, что вы будете, скорее всего, настроены на то, чтобы понять друг друга, принять и как-то повернуть по-другому ваши отношения для того, чтобы все было как можно лучше, счастливо, да. Так, сейчас я посмотрю дополнительную карту. Ну, здесь, смотрите, здесь у вас, скорее всего, будет либо отъезд вас или вашего партнера, да, в общем, какая-то перемена может быть, и это даст вам возможность пересмотреть отношения. Но здесь, кстати, тоже может быть как сплочение ваше, да, то есть улучшение отношений, так и может быть вы вообще другого партнера себе найдете и не захотите продолжать отношения. Может быть здесь и расходятся дорожки. Но смотрите, рядом с шестеркой трефовой это, то есть это по судьбе. Если человек уходит, значит он вам не нужен, даже не переживайте. И если вы, допустим, не хотите быть с человеком, вот месяц июнь, он как раз показывает, допустим, что это не ваш человек. Может быть, у вас настолько сложные отношения, что для вас благо расстаться, потому что у вас есть шанс построить гораздо более лучшие отношения. Так, теперь посмотрим работу. Работа для тех, кто в поиске. Десятка пиковая, но здесь у вас, конечно, хорошие возможности для новой работы. Это вообще карта перемен и карта новых как бы проектов, новой работы и так далее. Все тут новое, новые люди вокруг, новое начальство. Теперь для тех, кто уже работает, это работа на дому, удаленная, рядом с домом. Это работа очень комфортная, это может быть отдых, кстати, отпуск в этом месяце, да, с семьей побудете, может быть, куда-то поедете, может быть, дома будете отдыхать. В любом случае, вам здесь очень комфортно. То есть такое ощущение, что вы даже если и работаете, то не чувствуете, что это работа. Кстати, деньги тоже могут приходить хорошие вот именно в этом месяце. Может быть, допустим, если вы в отпуске, сразу какую-то сумму получите хорошую одновременно. Теперь, может быть, кстати, и ваш партнер тоже получит деньги. У вас прям хорошая здесь может быть сумма. А для тех, у кого свое дело, король трефовый. Карта говорит о том, что здесь все зависит от вашего разумного подхода. Скорее всего, здесь нельзя спешить, здесь нельзя действовать, пока ситуация не ясная. Здесь нельзя как бы работать совместно с людьми, с которыми у вас нет общих целей, каких-то общих взглядов на жизнь, которые друг друга вообще не понимают, там ссорятся и так далее. Лучше, может быть, вообще тогда расторгнуть такие договоры и найти человека, с которым вам хорошо, интересно, с которым у вас не будет конфликта интересов, который вас ну, вы будете уверены, что он вас не обманет никогда, да. И вообще вот карта говорит о том, что может быть такая сложная ситуация в деятельности. Посмотрите здесь, что у нас происходит, да, здесь может быть время, когда действительно есть какое-то разрушение, да, есть неопределенность, переменчивость ситуации, поэтому это, конечно, ну, как бы отражается на ваших делах. Давайте посмотрим, что тут у нас дополнительно. Так, король пиковый, да. Ну, дополнительно карты говорят о том, что у вас в любом случае здесь все закончится очень хорошо, вы будете удовлетворены. Что бы ни происходило в течение месяца в ваших делах, в конце месяца уже все будет хорошо. Вы выполните ту задачу, на которую рассчитывали, завершите нужный проект.
Может быть, получите помощь профессионалов нужных или помощь от государства, от руководящих каких-то ну, как бы людей, да, чиновников. В общем, здесь у вас все равно все хорошо закончится. Может быть, первая половина месяца будет сложная, потом будет легче. Теперь наши финансы. Для тех, кто на зарплате. Валет пиковый. Карта говорит о том, что, может быть, меньше получите, чем ожидали. Может быть, будет много трат на семью, на детей. Может быть, вы новую работу получили, и, естественно, что там будет меньше доход. Но в любом случае здесь вот что-то у нас с уменьшением дохода связано. Для тех, у кого свое дело, туз пиковый. Здесь карта говорит о том, что будет очень много эмоций по поводу денег, может быть, даже страхов, да, за свое будущее. Но карты говорят о том, что все обязательно у вас будет. Слушайте себя, слушайте свою интуицию, то есть не только разум, да, но и интуицию. Очень хорошо здесь вам будут помогать женщины, те, что в вашем окружении, в семье, да, поддерживать будут, успокаивать, и, может быть, даже кто-то и как бы с деньгами помогает. Особенно в те моменты, когда вот у вас здесь все непрочно, да. Ну и также деньги здесь могут, знаете, от чего переходить? Допустим, у вас был бизнес офлайн, а теперь он у вас онлайн, да, то есть вы через интернет зарабатываете, через сети, там в группах, какие-то прямые эфиры и так далее. Вот от этого тоже могут быть деньги. Ну и вообще здесь, конечно, новые какие-то планы, новые надежды, доход от бизнеса будет, зарплата как бы сотрудникам будет выплачено, просто это будет со сложностями с некоторыми. Посмотрим совет скорпионам на июнь месяц 2020 года. Карта говорит о том, что нужно все время настраиваться. Вот совет какой? Вы настраиваетесь на счастливые времена, вы настраиваетесь на общее благополучие, на выздоровление, на исполнение желаний, то есть вот на то, что все у вас будет очень хорошо, вам будет комфортно, и людям с вами близким будет комфортно. То есть настраиваться нужно на все самое лучшее, в общем, на светлую полосу жизни. Потому что если этого не делать, то можно как-то впасть в депрессию, там, в проблемы уйти и так далее. А карта говорит о том, что нужно активные действия предпринимать. Без соответствующего настроя это невозможно. Тем более у вас такие шансы открываются, вот особенно в конце месяца. Если, допустим, даже сложно будет до 20 числа, то с 20 уже идут шансы. То есть их самое главное здесь не пропустить. Друзья, желаю всем прекрасного месяца. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.